15 вариантов сегодня рассматривает правительство региона для площадки под мусоросортировочный комплекс. Все они находятся под Сыктывкаром и Ухтой. Но поиски продолжаются. Об этом рассказала Екатерина Киселевич на коллегии Минприроды Коми. Знает подробности Анна Зубрева. Мусоросортировочный комплекс должен появиться к концу следующего года. Заработать в полную мощность в 2025-м. Сроки определены национальным проектом «Экология». А пока что поиск места, его изучение, согласование, составление проектно-сметной документации. Министр делает акцент. Если население будет против найденной площадки, поиски продолжатся. Я надеюсь, что все-таки мы сможем найти вот этот баланс между тем, что, конечно же, республике такие объекты просто необходимы, иначе все у нас оказывается в лесах, это несанкционированные свалки, цифры я уже обозначала, и, к сожалению, пока мы выявляем такие места, нам нужны эти объекты, поэтому я надеюсь, что мы подберем те участки, которые и население тоже будет согласно. Но для того, чтобы система заработала, мало мусоросортировочных комплексов, считает министр. Жители региона должны быть вовлечены в процесс раздельного сбора отходов. Очень много граждан, которые уже сортируют, которые готовы. Я думаю, что они личным своим примером показывают другим, насколько это важно и необходимо делать. Самое главное, что это делают уже и дети. В Ижевском районе я была в ноябре, и приехал мальчик 5-летний. Я у него спросила, без всякой подготовки, ни с кем не общался. Я говорю, зачем это нужно делать? Только чтобы природа была чистая. Поэтому наши дети нас научат. Республика готова к пожароопасному сезону. Поводом для гордости делится руководство Минприроды. В 2022 году закупили 8 единиц техники. В этом уже получили еще 3. Закуплены запчасти, проведен ремонт, машины в полной боевой готовности. Также республика отправила специалистов на обучение. В Коме будут свои летчики-наблюдатели. Раньше их привлекали из других регионов. Лесная отрасль, которая для нас, как бы мы ни хотели, является базовой. И там нужно, чтобы люди, которые занимаются профессионально лесоустройством, охраной лесов, получали достойную зарплату. Или через некоторое время мы можем получить провал в отрасли. 480 миллионов рублей просит Коми у федералов на увеличение зарплаты лесникам. Ну и сейчас региональное ведомство находит пути решения. Так, сэкономленные за последний год средства пошли именно на эти цели. Власти будут работать в этом направлении дальше. Сейчас, на мой взгляд, самая главная задача, чтобы министерство исключило из своей практики слова «нет». Нужно искать, как помогать сегодня предпринимателям и вообще и населению в непростых условиях находить решение там, где оно может быть найдено. Работать по-старому сегодня нельзя. Действовать оперативно и искать абсолютно новые методы решения проблем. Вот задача, которую ставит перед собой Минприроды Коми. Анна Зубрева, Артем Соколов, телеканал Юрган.